В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей. Здравствуйте, это дневное шоу, а для Османа Пашаева мы еще не начитали этот джингл. Вот так вот получается. Катерина Некречи и Османова Пашаева. Да. Вот мы вчера вечером это так придумали. Да? Мы придумали совсем недавно этот эфир, с вами Радио Крым Реалии, и мы вот подумали, почему бы не быть двум ведущим сразу в одном эфире, и, конечно же, с интересным гостем. Я только сначала, перед тем, как вы услышите, кто же наш гость в студии, назову номер телефона, по которому вы можете бесплатно звонить из Крыма, для того, чтобы давать свои комментарии, критиковать нас, говорить какие-то хорошие пожелания. Мы ко всему готовы, конечно, к хорошим пожеланиям мы открыты, может быть, немножечко больше сегодня. Хорошее у нас настроение. 8 800 10 06 926 это номер телефона в Киеве, но из Крыма вы можете звонить по нему бесплатно. 8 800 10 06 926 и с материковой Украины вы можете звонить по номеру телефона 044 490 2905. Ну и Осман Пашаев, передаю слово тебе. А вот это вот, что мы на 549 АМ вы нас можете слушать, и на 105,9 FM, и на сайте Крым Реалии. Надо же, чтобы слушали, не только звонили. Я теперь понимаю, почему нужны два ведущих. Если они что-то забыла, сделал вид, что этого можно не говорить. Средние волны 549 АМ. Давай. Это каждый день в Крыму, у нас сейчас с Киевом разное время, в 8:35 вы можете нас слышать на средних волнах 549 АМ и 105,9 FM одновременно, и днем в 13:10. А гость нашей студии. Та-да-дам! Член Меджлиса крымско-татарского народа. Вау. Создатель и руководитель крымской агенции «Новин» Крым Хабер Ажанса. И просто прекрасная женщина Гаяна Юксель. Здравствуйте, Гаяна. Приятно от вас это слышать. Здравствуйте. Ну, ты еще не все сказал. Ты еще не все сказал. А что я не все? Ну, как же. Я думаю, что сейчас... Радио Хаят? Конечно, Радио Хаят. Да. Радио Хаят — это очень важно, потому что фактически мы синхронно с вами стартовали. Участвовали вместе в одном конкурсе, получали частоты, да. Сейчас Радио Хаят тоже запустилось. Аллах шукур. С этим вас и поздравляем. Ну и по формату дневного шоу, на самом деле, мы поговорим и о делах, и о всех важных моментах, и социальных, и политических, и о радио в том числе, потому что на этой неделе очень важная дата, которая связана как раз с радио. Но сначала, Гаяна, хочется поинтересоваться вашей биографией, да, немного. И у нас есть материал, который мы прослушаем, а потом вы дополните, конечно, и расскажете больше, может быть, о своем детстве, да, и об истории своей семьи. Гость эфира. Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа, публичную деятельность начала как журналист. Родилась в городе Черчик, Республика Узбекистан. В 1998 году окончила факультет журналистики Ростовского государственного университета. Работала журналистом в Ростове-на-Дону в газетах «Город Н», домашняя газета «Труд и репортер». С 2000 года в издании «Теленеделя Крым». В 2003 году начала преподавать в Крымском инженерно-педагогическом университете на кафедре крымско-татарской и турецкой филологии. С 2006 года директор информационного агентства «Крымские новости». С 2013 года член Меджлиса крымско-татарского народа, является руководителем управления по развитию крымско-татарских СМИ. С 2016 года главный редактор «Радио Хаят». После аннексии Крыма Гаяна с семьей была вынуждена выехать из полуострова. Российские власти запретили Исмету Юксель, мужу Гаяны, активисту национального движения крымских татар, въезд в Крым сроком на 5 лет. Гость эфира. Все правильно, да? Все правильно собрали. А у меня точная и ощущение, когда правильная человека вроде информация. давно знаешь, ощущение, что ты все знаешь, и особенно спрашивать, а я о том, что вот вы биографическую справку подготовили, о том, что Ростов-на-Дону вот на самом деле сегодня узнал. Я-то думал всегда, вот у меня было клише, что Гаяна училась в Турции. Вот, как бы. Оно у многих, потому что муж-то у меня из Турции, да, Исмет, вот он приехал, мы возвращались из Средней Азии, а он вернулся из Турции на историческую родину, то есть один из немногих крымских татар, которые вернулись из Турции, и поэтому все думают, что я училась в Турции и познакомилась с ним там. На самом деле не так. На самом деле в 99% случаев так и происходит обычно. И в 99% случаев, если туда уезжают, там остаются девушки наши. Вот. А вот я училась в Ростове-на-Дону, да, и потом вернулась в Крым, и, конечно же, нисколько об этом не жалею, что не осталась там.
А почему выбор такой профессии, да, вот именно так? Вот Дело в том, что я, когда приехала в Крым, это был уже 9 класс, у меня был очень слабый украинский язык, очень слабый, но огромное желание его выучить. И я даже помню свою учительницу в классе. Представьте, в классе я была в таком привилегированном положении, я могла официально списывать, официально подглядывать. Это какая школа была? Это была вторая школа. Почему такое положение? Потому что Вторая я... школа Симферополя? Вторая школа города Джанкоя. Ага. Потому что я сейчас уже об этом могу рассказывать. Почему? Потому что я была отличница, шла на золотую медаль, и мне, конечно же, все помогали, и вот это вот огромное желание выучить украинский язык, оно еще и было простимулировано самими учителями. Вот. Но я, конечно, старалась, учила все стихотворения, произведения, вот. Но все равно после окончания школы уверенности в себе не было, и я побоялась ехать в Киев или в Днепропетровск, а ближайший город, который находился Крым, и где была журналистика как специальность, это был Ростов-на-Дону. Джанкой, школа с красной медалью. Боже мой, простите, я уже просто так давно в школе не была. С золотым дипломом, да. И украинский язык. А вот что запомнилось? Какое-то из стихотворений вы говорите, что вы, может быть, какая-то... Или какой-то любимый писатель, поэт? Энеида, конечно же, Энеида, «Плач Ярославны», я его помню, вот, но, правда, помню на русском языке, потом я его рассказывала на русском, а потом переводила на украинский язык. Вот. Но вообще, конечно же, я вот тогда поняла, что очень важно само отношение, потому что настолько я хотела учить этот язык, да, что мне все помогали, и в классе помогали, и преподаватели помогали, вот, и, собственно говоря, ну, очень важно отношение к окружающим. А вот тогда расскажите, как вы со Сметом познакомились? Вот вы приехали в Крым, работаете в теленеделе. Ты перескочил, подожди, мне интересно было. Все, Ты слишком Энеида, быстро. Ярослав, не рассказывайте, как вы познакомились со Сметом. У меня просто такой вопрос, сколько и в дневном шоу у нас было крымских татар, да, и рассказывали про это школьное время, и с Джамалой у нас интервью было. Это очень такой сложный период для всех, потому что... Что ж ты рассказываешь, ты Крыму... докапываешься. Меня на эфир учительницу мою нашла из школы, записала с ней интервью. Школьную учительницу да, из Осман Крыма. пришел на эфир, потом стал ведущим. Вот так вот получается, поэтому Гаяна, смотрите. Но вопрос такой, просто насколько сложно было, насколько крымчане, да, не крымские татары воспринимали по-другому, может быть, от незнания, да, или от той пропаганды, которая велась. А вам, получается, со школой, с классом повезло? Ну, вот со школой мне действительно повезло и с одноклассниками, хотя были моменты, которые я чувствовала, была вот эта дистанция, была напряженность, но, наверное, мне самой ее удалось как-то быстро очень сломать, потому что я сама старалась наладить контакты с учителями, с школьниками, в принципе, вот именно если школьную среду брать, микросреду, да, то тогда это было достаточно просто, хотя это был 98-й год, самый такой разгар процессов возвращения, сложности, трудности, эти земельные участки, самозахваты. Наша семья, кстати, прошла через пикет в Евпатории, стояли мы 100 дней, вот, а потом уже мама, родители, они были в Исмаилбее, и, собственно говоря, были у истоков создания этого поселка, где сейчас живет 10 тысяч крымских татар. Поэтому я все это хорошо помню, и помню зимы без света и без воды. Но вот со школы как-то совсем по-другому получилось. Золотую медаль дали? Золотую медаль дали. Мое рвение и старание оценили. Вот. Украинский язык мне действительно было интересно изучать. Кстати, в классе было два мальчика, которые на протяжении всего процесса обучения, они обучались там с 1 класса, начиная с 4 класса, ежегодно писали заявление о том, что не хотят учить... Освобождение от украинского Да, не языка. хотят принципиально учить украинский язык и так далее. Но самое интересное, что один из них и во Львове. И он когда мне написал, уже после оккупации, я ему это, как говорится, вспомнила, и он говорит: молодо зелено, какими глупыми мы были. Вот так вот. А дальше университет, замужество, как это? Какая была Я очередность? просто уточню, университет закончили в 98-м Да, году. То есть закончила. поступали где-то в В 93-м. 93-м поступала, в университете училась. Университет был очень хорошей стартовой площадкой. Почему? Родители строились, было очень сложно. Содержать они меня не могли. Они, конечно, помогали, но я должна была работать. И вот я вспоминаю свои студенческие годы. Это был настолько насыщенный график работы, настолько
только, не знаю, условия выживания, наверное. Ну, представьте, мы работаем в газете, где заработная плата начисляется по количеству напечатанных строк, не сданных, а напечатанных. Ставок нет, планирования нет. То есть это какое-то такое вот выживание в информационной среде, и помимо этого ты должна еще учиться. И учиться не на первом курсе, а на третьем, четвертом. У нас есть звоночек из Крыма. Представьтесь, кто вы, и, может быть, если скажете, откуда, будет нам приятно услышать. Доброго дня. Доброго дня. Мене звуть Микола, я в Криму живу, я з України, українець. Ну, і от слухаю вашу передачу, знаєте, і слухав передачі, які Янковський говорить. І знаєте, мені дивує, що всі говорять, от говорять мовою окупантів, от розмазали кримських татар, розмазали українців в Криму, а все одно є звичка говорити російською, бо так, мабуть, здається, що якщо російською будете говорити, то тут москалі залюбки будуть до вас відноситися. То ми пам'ятаємо ще перед окупацією, як всі намагались скакати. Ну, присядьте і говорити російською. Ви праві, я вам скажу, да? Але тут питання розширення аудиторії. Ми не хочемо комусь подобатися, але ми хочемо, щоб нас більше людей почуло. І ми дуже вдячні вам за те, що ви нас слухаєте російською мовою. І є у нас ефір українською мовою, Дені, дуже часто. Так, ми стараємося працювати, скажімо так, на всіх напрямках. Катя, на самом деле замечание принимаю. Совершенно верно говорит, совершенно верно говорит. Вы знаете, перейду на украинский язык, перейду, просто не нахожу в себе храбрости. И пока еще на том этапе, что боюсь делать ошибки, но вы совершенно верно говорите, нужно использовать в обиходе именно украинский язык. И, кстати, у нас на радио Хаят основной язык вещания украинский. Это принципиальная позиция, и мы, собственно говоря, от нее не отойдем. Так що замічання приймаю. Дякуємо вам. Якщо ви на зв'язку і у вас є питання до нашої гості? І знаєте, взагалі ще, от якщо б кримська, татарська передача прийшла б українською, це було б знаково. Це було б просто знаково. Навіть о тому 112-му каналу, коли приходять українці, починають розмовляти, сидить ведучий там чи хтось таке і подякує російською мовою. Ми вас зрозуміли. Можна я додамся до цієї розмови? До речі, наш ефір саме тут, на Крим Реаліях з Катю, був українською мовою цілком, з самого початку до кінця. І я підтримую, мені самому іноді, саме в ефірі, хоча в житті часто послуговуюся російською мовою, в житті важко, не в ефірі, важко буває саме переходити на російську, бо звичка там з 2001 року говорити українською. Єдине, що і ще приймається, а якби кримські татари українською. І в мене ще заклик, не сприймайте це, сприйміть це правильно лише. Мені б дуже хотілося, щоб від українців дуже багато залежить в збереженні кримсько-татарської мови. Українці і насамперед ті українці, які з Криму, теж потрохи вивчали кримсько-татарську і потрохи могли порозумітися. І я думаю, що це додало б знання інших мов і знання тої кримської культури, і етичні права, які, в принципі, у нас, як громадян України, виникають на Крим, вони мають бути пов'язані зі збереженням кримсько-татарської мови і культури. Сагол? Я правильно сказала? Ну, українською скажи, і буде правильно. Сагол. Сагол. Все. Дякуємо вам за ваш дзвіночок. Все, ми переходимо на українську мову. Будемо старатися так робити. Дякуємо за те, що нас слухаєте. Гаяна, ну ми зупинилися на тому моменті, що маленька зарплатня була і робота в тому сенсі дуже жорстка. А редактор якийсь такий зустрічався жорсткий, який коротив всі тексты. Это в Ростове, правильно? Да, это было в Ростове-на-Дону. Тогда вышла такая газета «Город Н». Она очень хорошо пошла, потому что она была ориентирована на деловые круги. А деловые круги, вот предпринимательство, оно как раз-таки в этот момент только-только сформировалось. А при ней была создана домашняя газета, ориентированная якобы на домохозяек. Но она писала в целом обо всем. Вот свою работу я начинала в домашней газете, хотя была очень интересная такая... Для дружин молодых олигархов, да. Хотя на самом деле были такие очень парадоксальные ситуации, когда одну и ту же тему освещала «Город Н», и никакого резонанса это не имело. Это писали в домашней газете, в домашке, да, как мы ее называли. Вот. И просто какие-то бешеные отклики мы получали, звонки в редакцию, возмущения, поздравления и так далее, и так далее. Но я хочу сказать, что был очень хороший опыт. Вот
вот именно вот этот кураж, бесшабашность, безбоязненность. Но представьте себе, искать в Дону подводную лодку. Вот я, будучи студенткой, ее серьезно искала, хотя там этого нет. Вот, Навіщо? потому что была информация, что якобы во время войны здесь был фарватер, и вот была якобы вероятность наличия здесь... Завдання редакції – це святе. Так? Да, хотя благодаря этому заданию я познакомилась с огромным количеством очень интересных людей, краеведов, подводников, бывших разведчиков, вот, и это дало новые материалы для издания. А чого покинула Ростов-на-Дону? От це ж велике місто, мільйонне, здається, навіть. Да, миллионник. Ну, я и не планировала там оставаться, потому что все-таки я стремилась в Крым, стремилась туда, где дом, где родители, где мы очень тяжело переезжали из Крыма, наша семья. То есть это не... Вот я с историей... З Узбекистана ви маєте на Из увазі? Узбекистана, в Крим? да, из Черчака. То есть я сравниваю историю. Кто-то собрался и приехал, да, купил дом, взял участок, а у нас такого не было. У нас семья 3 года была в разрыве. Братишка в одном месте, родители в другом. Я заканчиваю школу у своей рахметли бабушки, потому что нужно закончить эту школу. Вот, поэтому это было осознанно, и я туда стремилась. Но, кстати, многое то, что я получила в Ростове-на-Дону, мне удалось применить в Крыму, и это очень хорошо пошло. Например, по своей диссертации, да, вот те методы, которые нам там рассказывали, потом я их использовала, и оно, собственно говоря, встало вот в крымскую реальность. А коли дізналися, що Янукович в Ростові-на-Дону, хотілося поїхати його там знайти? Ну, ви там всіх знаєте. Да. Вот сейчас меня туда абсолютно не тянет, потому что когда это все случилось в 2014 году с Крымом, и я написала своим друзьям и коллегам, и оказалось, что из 20 журналистов, которых я там знаю, только 2 адекватно восприняли ситуацию, меня это, конечно, ужаснуло. Меня это ужаснуло, и я поняла, насколько страшно работает российская пропаганда. То есть первые дни я еще вела какие-то дискуссии в Фейсбуке со своими знакомыми, которые мне доказывали, что Крым — это исконно русская земля. Потом я поняла, что это бесполезно. Но зато теперь есть 2 настоящих друга, которые мне на каждый день рождения желают возвращения Крыма в Украину. Один з тих, хто не хотів вчити українську мову в школі? Нет, этот остался в Джанкое, а эти друзья, они в Ростове-на-Дону. Осман, ти запитував про сім'ю, Що? про чоловіка. Та ти вже продовжуй. Ну Я давай, запитав. Як це- тут якраз Ти крута жіноча тема. Але тобі ти Я першим думаю, що- поставив це Я питання. думаю, що Гаяна вже все обміркувала, щоб розповісти. Ну, тобто, несподіванки вже нема. Ну, розповідайте, як ви познайомилися зі Сметом? Да, переходите, да, к графе замужества. На самом-то деле все было связано как раз-таки с работой. Вернуться я вернулась, но ситуация была сложная. 98-й год, представьте себе, Крым, необустроенность, сложности. Вот. И тогда я часто приходила в офис Крымско-татарской инициативы. Вы наверняка их знаете, Осман. Они находились около 7-й горбольницы, делали большие проекты, интересные на тот момент. Жодного разу не був. Ми не знаємо. Не слышали? Мгм. Вот. Це хто? Это Лютфи Османов, Айдер Сейт Да, Османов. да. Все. Да, Ильвидин Чубаров, кстати, тогда тоже имел отношение к этой группе. Вот, они делали проекты, им тогда очень Польша помогала. Перші кримськотарські грантожери. Ну, всі ми тепер потрошки такими стали. Ну, Да, как это, Файндридер. Файндрайдери, да. Райзеры, да. Да. Ось коли все почалося. Ні, ну в хорошому сенсі, В да? хорошем сенсе, да. И, значит, прихожу как-то, смотрю газета «Хюрет» и думаю о работе, о том, что мне нужно работать, мне нужно что-то делать, и вижу газету, турецкую газету «Хюрет», которая в полноцвете, которая с отличными фотографиями на тот момент. Супер. Це моє теж улюблене. Це такий, знаєш, Да. турецький Нью-Йорк Таймс. Такий, от, Да, оцениваю вообще мощь редакции, потому что ежедневная, потому что на стольких газетах А2 формат, и думаю о том, что вот хорошо бы быть здесь, находясь с обкором туда. И спрашиваю у Айдера, говорю, а вот как хочу это делать, говорю, ну нужен турецкий язык. И он мне говорит, здесь есть такой парень, говорит, есть Исмет Юксель, у него времени нету.
у него времени нету, говорит, но он тебе поможет найти людей, которые тебе будут рассказывать и обучать турецкому языку. Может быть, домохозяйки. Вот, домохозяек я уже не боюсь, как вы знаете. Вот, я говорю, а где его найти? Ну, ты приходи по вечерам сюда. И действительно, в один из вечеров прихожу, сидит Ісмет Юксель. Скільки вечорів ви І його тут чекали? бам! Як це було? Бам! Одразу. Це мій чоловік. Чи ні? Вы знаете, но вот при условии, что я турецкий на тот момент не понимала, крымско-татарский был слабый, он не мог говорить на русском языке, мы проговорили 2 часа. Вот какое-то электричество было, действительно, это электрика. Електроімпульсами розмовляли. Да, она возникла, электрика, и да, я ему объяснила, что я хочу, значит, он все понял и звонит на следующий день и говорит, приходи. Я говорю, куда? Он говорит, приходи в ресторан «Старый Крым». Я говорю, зачем? Мы будем заниматься турецким языком. Мабуть, Ескішehir, старе місто, да? Да, старе місто, Ескішehir. старе То, що місто. Сімургом став потім, Симурга, да? да. Да, я уже не помню название, приходи. Я говорю, так, а у вас времени нет? Он говорит, ну на тебя я найду время. А чим він займався тоді? Работал в ТИКе. Ага. Работал в ТИКе, на тот момент он уже вернулся, он приехал в 95-м году, в 97-м году он стал... Тільки це турецька агенція Дякую, співробітництва. що ти там. пояснюєш, Да, да. да. Ну, так, щоб Я слухачам боюсь було. запитати, тому вже всі ж знають, крім Да, мене в цій на студії. тот момент они начали вот этот большой проект, который шел несколько лет, Бин-Конут. По забезпеченню тисячі кримськотатарських родин будинками або квартирами. Або Ось для квартири. чого нам потрібен Осман Я Пашаєв. буду, я буду Вікіпедія Кримреалії, да? Така. Ну і що? Це було побачення. Це було побачення, а далі... А що ти думаєш, в ресторані вони могли робити? Вивчати я- турецьку мову. Изучайте турецкую мову, да, но там, кстати, в общей сложности он мне преподал один урок турецкого языка. Вот. Привалюсті 20 років. Да, все остальное я уже изучала сама, вот, но, вы знаете, вот все-таки желание выучить, оно осталось, я уже потом, когда была свадьба, прошла свадьба, А да. коли вона була, до речі? Скільки часу там минуло з В першого побачення? 98-м мы познакомились, в октябре, в 99-м, в апреле мы поженились. Поженились, да. Вот ребенок у меня тоже спрашивает, а сколько вы встречались, а как вот тебе папа сделал предложение, да, спрашивают, я ей рассказываю, и когда узнают, что 6 месяцев, говорит, а что так мало, говорит, что так быстро, говорит, почему вы так быстро? Насправді це ще, я так розумію, що нормально, тому що бувають, і тим паче, що якось в 90-х так багато історій, коли ледь не за місяць таке може статися. Чому ні? У молодих людей. А я не кажу, що має бути так або так. Це досить часу для того, щоб вивчити турецьку, щоб зрозуміти, Можна щоб в побуті спілкуватися 3 роки вже. зустрічатися, одружитися, за менше ніж за 3 А роки можна і 10, розлучитися. Османе. А можна вон 20 років, бачиш. Изучать, Да, да. да. Да, но процесс я уже продолжила сама, я вам хочу сказать, с телевидением больше всего, с книгами, с телевидением, то есть вот этот процесс как-то сама уже довела до Процес логического... вивчення мови, Да. так? А, Гаян, а якою мовою ви в родині спілкуєтеся? Крымско-татарской, турецкой, да, очень близкие языки. Вот Осман мне не даст соврать, он у нас в Википедии, так сказать, Джанлы. Вот, действительно, очень большая смесь идет. Папа у нас на турецком говорит больше, мы на крымско-татарском, но он принципиально не выучил русский язык, не выучил, и, собственно говоря, в этом есть большой плюс, потому что ребенок разговаривает только на крымско-татарском с отцом. Але ж в Криму ви жили, правильно я розумію, да? Як спілкування відбувалося там з іншими людьми? Чи все було там в одній там в компанії з одними там колегами, і тому все було зрозуміло лише кримсько-татарською? Тому що не віриться, що можна в Криму лише кримсько-татарською. Розумію, що є там ветерани руху, які розмовляють, знають тільки кримсько-татарську мову. А якщо говорити все ж таки, коли там ресторан, щось іще таке побутове. Вот вы знаете, вот этот вопрос очень часто, Катя, на самом деле задают. Действительно, как жить в Крыму и не знать русский язык. Но для Исмета дело в том, что долгое время, пока он работал на госслужбе, у них были переводчики.
Понятно, что бытовой уровень он освоил, там, магазин, дорога, ГАИ и так далее. Вот. А когда уже был уровень более высокий, там, Совмин или официальные встречи, были переводчики. Но, с другой стороны, я вот наблюдаю, все-таки в какой-то мере у нас сложился такой микромир, он такой крымско-татарский оказался в Крыму, и получилось, что в этом мире больше всего использовался крымско-татарский язык. Это вот как я недавно приехала в Генический район к Гульнаре Бекировой, которая является замглавой генической администрации, главой генической администрации и членом Меджлиса, да, и она в разговоре говорит, знаешь, говорит, вот приходят ко мне вот крымские татары, я здесь, говорит, и всем стараюсь помочь. И я здесь сижу, как будто Крымско-татарская республика у меня, вот в моем кабинете Крымско-татарская республика. У нас то же самое, но это не стремление огородиться, это вот какая-то такой микромир, который вокруг нас сложился. Сейчас он находится в Киеве, ИСМЕД, русский язык больше использует, рядом работают сотрудники, которые русские, украинцы, вот, и сейчас он для него, этот язык и русский, и украинский больше востребован, нежели в Крыму. И донька пішла вашим же шляхом журналистским? Хочет, но мы ее старательно отговариваем, потому что мы ее отговариваем в каком плане? В плане получения образования. Потому что все-таки образование можно получить юридическое или историческое, а в средствах массовой інформації вже работать і з цим. Тут оце той шлях, який пройшли журналісти, які навчалися на факультеті журналістики. Я справді з цим також погоджуюся, що профільна освіта, вона дуже допоможе в роботі журналіста. Вот, да, другое образование, оно расширяет кругозор и дает больше инструментов для журналиста. Но вот этот спор, обучать журналистике в университетах или не обучать, он постоянно держится. Он постоянно, вот нужно ли обучать? Периодически редакторов спрашивают об этом. Вот как человек, который открыл специальность журналистика в Крымском педагогическом университете, инженерно-педагогическом, я вам скажу, что в вузах журналистика никогда не закроется, потому что туда идут не за знаниями, туда идут за дипломами государственного образца. А в средствах массовой информации, какие бы курсы не были проведены, самые лучшие журналисты пусть будут приглашены, самые хорошие навыки пусть будут даны, самая лучшая среда для практики создана, диплома государственного образца нету. Поэтому вот это противоречие, оно всегда будет держаться, и в вузах журналистика не закроется. Але дітям пощастило, тому що вони можуть практику одразу отримати. Так? В новинному агентстві або ж на радіо. Це дуже круто. Донька, вона тільки закінчує школу, да? Да, в этом году заканчивает 11 класс. Все достаточно серьезно, наблюдаю за ними, смотрю, очень пристально интересуюсь. Вот 11-классники, то есть требования ЗНО очень высокие, сравниваю со своим возрастом, очень высокие. Год от года этот процесс усложняется. Вот, и, конечно же, очень переживаю, потому что не одна такая... В Туреччину відправити вчитися? Нет, не хотим. Ні. Нет. Тут в Україні? В Україні. Обрали ж ви ж? Я думаю, Шевченко, либо политех, киевский политех, а там уже как, политех гуманитарная направленность, специальности гуманитарной направленности, а там уже как получится. А чого так прямо гуманітарно, а технічно там? Нет, Хоче дитина бути журналістом, яка технічна взагалі тут професія ще може бути. Про мікросвіт, можемо переходити на мікросвіт і Меджліс? І про Меджліс, я також хочу, бачиш, у нас нема сценарію, шановні наші слухачі. До речі, давайте джингл, мені нагадують звукорежисери. Давайте нагадаємо, 105,9 FM, Радіо Крим Реалії постійно можете слухати на своїх приймачах в Криму, або ж на сайті Крим Реалії онлайн 24/7. Або на середніх волнах в хвилях 549 АМ. Так, дякую, Османе. Каждый будний день ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Осман Пашаєв, Катерина Некреча і наш гість Гаяна Юксель у нас в студії. І ми зараз скажемо номер телефону, за яким ви можете безкоштовно телефонувати. 8 800 10 06 926. Повторю, 8 800 10 06 926. Для мешканців материкової України 044 490 2905. Дякуємо вам, наші слухачі. Ну і Гаяна, ми вже підійшли до теми Меджлісу.
Як, от мені здається, що це настільки, да, там орган такий серйозний у кримських татар, це дебати, дискусії, більшість там чоловіків зазвичай, і тут це все-таки такий політичний момент. Як і коли ви стали членом меджлісу, чому ви цього захотіли? І як воно там взагалі бути жінкою? Вас там менше, справді. Вы знаете, Катя, вот я с первой части вашего вопроса начну. При всех недостатках и сложностях в Меджлисе действительно крымским татарам удалось создать очень уникальную систему национального самоуправления. Уникальнейшую, потому что редко какой народ или не имеющий государственности может ей похвастаться. Это если брать первую часть вашего вопроса. Если меня лично в Меджлисе, то это был 2013 год. Кстати, новый этап в национальном самоуправлении. Почему? Потому что впервые была применена система выборов. До этого прямых выборов, да, совершенно верно. До этого выборы были локальными, они проходили в виде конференции, куда приезжали представители того или иного региона, вот, выбирали местные меджлисы, а здесь, и из них формировался центральный меджлис, а здесь были прямые выборы. Мы со Сметом обсудили этот вопрос. Вот. Честно говоря, в нашей семье его больше я видела членом меджлиса, но там была такая ситуация, там было введено ограничение, что для того, чтобы быть членом меджлиса, нужно быть гражданином України. І так, ми говоримо, за буквально півроку до окупації півострова вперше кримськотатарський Курултай обирався всім кримськотатарським народом. Тобто всі кримські татари були включені до списку виборців і могли брати участь, і це були вибори за змішаною, да, пропорційно-мажоритарною системою. Да, змішана, пропорціональна. І в мене саме про це запитання. І Гаяна Юксель є одним з облич першої п'ятірки одного з блоків. Да. Адалет, справедливість, який називається. Це один з конкуруючих блоків, наприклад, з Рифатом Чубаровым. У них Мелихак так и назывался, чи иначе? Мелихак — это такое искусственное образование, которое возникало на момент выборов. Вот оно на момент выборов создалось. Його очолював завжди Джемілів Чубаров. А Гаяна була в конкуруючому. І Ленор Іслямов взагалі мав інший. Він теж, як громадянин Росії, не міг брати тоді участь, а в нього був теж. Тобто це були досить конкурентні вибори. І наскільки я розумію, там, наприклад, Абдурамана Ігіза група не пройшла тоді, не подала. 4% бар'єр був. Там все було серйозно, так? Да, там все було дуже інтересно. І... Вашим соратником тоді і лідером блоку Адалет був Ремзи Ильясов. Да? Совершенно верно. Да, это такой факт. Ремзи Ильясов вместе с Ремзи Ильясовым, Февзи Курбединовым, да, мы вот были в Адалете и шли на выборы. Я шла на выборы от Адалета. Я шла от Адалета по партийным спискам, то есть не по мажоритарной системе от регионов Крыма, а именно по партийным спискам. На партийные списки выделялись, вот эта квота 250 мест из 200. Но, собственно говоря, на тот момент идеи и то видение ситуации, которое предлагал... Да, уточним, из 250 мест в Курултае на партийные сколько выделялось? 50 всего. Остальные 200 распределялись на мажоритарку, на все регионы. Причем 2 отдали в Среднюю Азию, и одно место было один мандат был в Киеве. Вот. Еще, извините, еще был Геническ и Запорожье. Геническое Запорожье. Так вот, на тот момент те предложения, которые вносились, да, вот видение ситуации Ремзи Ильясовым, оно меня устраивало. То есть вот тот подход или желание изменить ситуацию или внести... Задовго, щоб одразу локалізувати запитання, Ремзи Ільясов – це той багаторічний теж заступник Мустафи Джемілєва, як і Рифат Чубаров, який був конкурентом на тому Курултаї з Рифатом Чубаровим на місце голови Меджлісу і програв йому там 12 голосів. Да, і важко переживав цей програш. Він розглядав себе як наступником Мустафи Джемілєва. І російська окупація, він переходить на інший бік. Ви знаєте, і от як ви сприймали тоді? Ви ще в одній команді з ним. Ви знаєте, вот... Я, до речі, ніколи не запитував вас про це. Очень интересный момент, и спасибо, что вы об этом спросили. Отделение или такое вот отдаление меня от Адалета на самом деле произошло не в момент российской оккупации, а гораздо раньше, в момент Курултая. Вы можете себе представить, Курултай, идут выборы председателя Меджлиса, с разницей в 12 голосов побеждает Рифат Чубаров, Ремзи Ильясов встает, уходит
уходят его соратники, Ирфан Нафиев, уходит Февзи Курбединов, дальше начинаются выборы Заступників і членів Меджлісу. Членов Меджлиса. А вы помните, да, ситуацию? Это было вечером, а утром объявлялись голоса. Я в Туреччині був. А, вы были в Турции. Это была... Не ходив на вибори? Да, был Я був в корпункті, всі пам'ятають, що я тоді переведений був. Длительный процесс. В 6 часов утра нам объявляли результаты. Так вот, самое интересное, от Адалета, нас было 5 прошедших от Адалета в Курултай. На 6 часов утра одна я сидела в зале. И когда стали объявлять Адалет и называть фамилии, оказалось, что я одна. И я еще помню, Мустафа Ага вот так с возмущением как-то выдохнул даже. Вот на тот момент мы уже разделились. Почему? Потому что Адалетом не принята была победа Чубарова. А можна вас запитати, а ви голосували тоді за кого? Ну, це було таємне голосування, але можете ви голосували за Ремзі? Ну, Як член команди мали голосувати за Ремзі? Вы знаете, пусть этот вопрос останется со мной вместе, потому что, на самом деле, чтобы об этом говорить, нужно рассказывать обо всей ситуации. Вот не просто... Там сложный процесс был внутри, и с Ремзи Ага тоже был очень сложный, и сложные взаимоотношения у меня были, и вообще Ремзи Ага не собирался меня выдвигать в Меджлис, мою кандидатуру, и это было объявлено мне буквально за 2 часа до начала голосования. Когда он это сказал. А сам він став членом Меджлісу? Он стал членом Меджлиса. Вот, он мне сказал, что мы подаем список, тебя там нету. Вот если хочешь в Меджлис идти, работай сама. Я сказала, хорошо, я буду работать сама. И вот, собственно говоря, а когда были объявлены результаты, оказалось, что у меня один из самых высоких рейтингов, и более того, из 4 женщин, прошедших в Курултай, у меня самый высокий. Вот, и получается, что и вот этот период работы мы сделали сами, я сделала сама. Потому що Ремзі Ільясов не собирався мене Яна, видвигати. оце такий момент, тепер я розумію, що ще важче насправді, да? Тому що такої підтримки до того, як у вас рейтинг з'явився, ви не отримували від там своїх колег, можна сказати. Да? Тобто це був непростий шлях, а тим паче, якщо ви були в команді того, хто програв, то от, а зараз ми знаємо, що Рифат Чубаров, да, він на цьому ж місці, на цій же посаді. От тут як ці політичні стосунки складаються? Тому що ви з іншої команди, ще там головний в вашій команді, він став зрадником. Чи на вас оця тінь, вона падає зараз в стосунках? Вы знаете, я бы вообще так к ситуации не подходила. Здесь не было какого-то... Вот я очень удивилась поведению Ремзи Ага. Его проигрышу. Здесь не было такой трагедии, здесь не было такого надлома, надрыва, разрыва того, как он себя повел. На самом-то деле мы выиграли все, мы должны были работать. И я была настроена на работу. И уже когда после этого формировался Меджлис, а Меджлис формировался из 25 делегатов, выбирали 33, я вошла в состав Меджлиса, а в Меджлисе формировались управления. И Рифат Ага предложил мне роль или должность, как угодно назовите, начальника управления, руководителя управления по развитию СМИ. И я была готова работать. То есть здесь нет такой трагедии в том, что один проиграл, другой выиграл. Мы выиграли все. И я, собственно говоря, ждала от Ремзи Ага, что он придет и будет работать. Ему и предлагали работать тогда. Вот. Но, видите, какие-то личные амбиции или проигрыш, который он так вот болезненно воспринял, сделал то, что сделал. На самом деле ощущение того, что я из команды проигравшего пришла в команду победителя, или мы разные, или мы из разных лагерей, у меня абсолютно не было. Я была настроена на работу. Может быть, наивно, может быть, с какими-то детскими мечтами, может быть, с каким-то желанием что-то сделать, я шла в Меджлис, шла очень искренне. И когда эта возможность предоставлена была мне, Рифат Ага, я за эту работу взялась. Що, можна далі? Давай. І давайте згадаємо той Курултай, який вже відбувався під час окупації. 29 березня 2014 року в Бахчисараї відбувається Курултай. Вперше він після відновлення проходив не в Акмеджиті в Сімферополі, а саме в Бахчисараї, як перший за часів Номана Челебіджіхана. Оголошується, до речі, тоді про створення Кримсько-татарської національної автономії. Правда, там так і не було уточнення, в складі якої держави. Ну, ми далі розуміємо по поясненню Чубарова, що до якої ми відносимося, до якої оголосила. Тобто натяк на Україну, але в умовах окупації просто, щоб нікого не дратувати. Оце якби забулося це рішення про оголошення автономії?
Нет, оно не забылось. Оно ни в коем случае не забылось. Оно неоднократно мы к нему возвращались во время... Вот, кстати, оккупация, это когда началась, Меджлис собирался буквально каждый день. И об этом решении, объявленном решении 29 марта, мы говорили постоянно о том, что мы заявили о национальном самоопределении. Мы должны делать все возможное для того, чтобы в сложившихся условиях реализовать то, о чем нами было заявлено. А вот как это делать, что у нас есть, какие инструменты, какие методы, это уже другой вопрос. Потому что мы с каждым днем буквально чувствовали, что вот это количество методов воздействия и работы, да, оно просто сужается и уменьшается в арифметической прогрессии. Сложное было время, экзамен для всех, вот, и очень такой показательный переломный момент. Ну, наверное, мы все через это должны были пройти, и пройти вот этот вот экзамен. Как бы сложно не было, я всегда говорю о том, что Меджлис на тот момент был единственным политическим органом на территории полуострова, который открыто выступил против оккупации, призвал не участвовать в референдуме, говорил о нахождении войск иностранного государства на территории Крыма, говорил о пропажах, о небезопасности крымчан. То есть на тот момент мы все те рычаги, которые у нас были в руках, и инструменты, мы использовали. И решения давались очень сложно, они давались очень болезненно, многочасовими обсуждениями. Вот, поэтому это то, через що ми ви должны протрималися пройти. майже до кінця 14-го року в Криму, 15-го. 15-го навіть, да? Да. Вже Джемілєву, вже Чубарову заборонили в'їзд, ви ще Я бы були. никуда не уехала, Усман. Я бы никуда не уехала. Я решила для себя, что что бы ни случилось, кто бы здесь ни находился, я буду оставаться в Крыму, мы будем здесь. Я не знаю, как у других членов Меджлиса, я каждый день ждала ареста. Вот мы собирались в Мараканде, я ждала, что нас придут, арестуют. Вот. Единственное, что случилось, это в 2014 году, в августе месяце, мы выехали, потому что у Исмета, у старшего брата, сын женился. Мы выехали на свадьбу, мы выехали через Киев, возвращались через Киев, и вот это вот ужасное решение, я вот сейчас только, наверное, спокойно о нем могу говорить, когда нас не пустили домой, вот, а потом уже год я ездила. Там формальні ознаки напускали саме Ісмета, як іноземного громадянина, да, як громадянина Туреччини, його могли не пустити, правильно, тоді? Да, сейчас там мы уже получаем это решение, где, кстати, основание запрета закрыто, потому что на дело наложен гриф секретности, и для нас сторона, аргументы ФСБ закрыты. Але вас не можуть не пустити, ви за їхнім законодавством громадянка Росії, ну, як і всі мешканці Криму, правильно? Ну, как они нас считают, да, они меня формально не могут не пустить, но дело в том, что уже сначала это были вызовы в прокуратуру ФСБ, сначала вроде бы меня вызывали, как всех членов Меджлиса, 3 мая, 26 февраля, потом уже начались такие точечные удары, касающиеся профессиональной деятельности. Вот последний из вызовов, один из последних, это в Центр по нашей журналистской деятельности, когда пришел, кстати, СБУшник, который, помните, на обыске в АТР находился рядом с Эльзаром Ислямовым, но он сейчас ФСБшник. Так. Да, и, значит, 5 их пришло тогда, 2 ФСБшника, 2 с Центра еще один сотрудник, вот, и основанием для открытия административного производства и вынесения административного штрафа, как они мне объясняли, были наши публикации за 2006 и за 2009 год. На мой вопрос, слушайте, вообще-то у меня украинская СМИ, украинские документы, это Украина может мне предъявлять какие-то претензии, а не вы. Мне сказали, нет, вот у нас принят закон, причем не закон, а вынесено решение суда, причем каким-то оренбургским, и вы должны ему подчиняться, потому что суд имеет статус федерального. Вот, и я, собственно говоря, поняла, что работать нам не дадут. Я уже не говорю о всех тех многочисленных
многочисленных вызовах в ФСБ моих сотрудников, о каких-то непонятных гостях в редакциях, которые приходили и якобы чем-то интересовались, о провокациях, которые в наш адрес чинились, о звонках, когда звонили и говорили: да, вы знаете, кто вы такие, что вы такое пишете, да мы бы вас давно разбомбили, просто вот за вас кто-то там попросил. Кто попросил за нас, я так и не понимала. Ремзи Ильясов. Ну, наверное, Ремзи Ильясов за нас попросил, может быть. Вот. И... Мне кажется, все-таки давайте отметим. У меня ощущение, вот Ремзи Ильясов, я сейчас не в качестві реабілітації, ні в коєму случаї. Це така людина, яка намагається зберігати стосунки, навіть якщо вони розірвані. Нет, вы знаете, я вас перебила, он не намагается, он меньше говорит гадостей, чем гадости говорили. Так, это тоже правда. Да. И с другой стороны, я его понимаю, говорить гадости для него, да, делать вот эти ядовитые, гнусные заявления, это, извините, плевать в себя. Ну, ты был в этой системе, ты был в системе Курултай Меджлис, и сейчас говорить об этом плохо, это то же самое, что говорить по отношению Була к себе. його спроба налагодити стосунки вже зараз, коли його майже затиснув там той же Бальбек, да? Він майже ніхто, він не має впливу ніякого. Он лично не выходил, но вышли на меня Бальбек и Смирнов. Вот, уже когда из смету был вынесен запрет на въезд, когда я только-только в себя пришла немножко после этого шока, они позвали меня обманным путем в Совмин, стали говорить о том, что Меджлис нужно переформатировать, председателя переизбрать, собирайтесь, переизбирайте председателя, а Меджлис это может сделать вот в чрезвычайных условиях, а за это Исмет въедет в Крым. Представляєте, от степень гнусності, торговлі. Я тепер зовсім про інше. Можливо, зараз питання не сподобається, не про поганих окупантів. Одна хвилина, бо нам треба ще про радіо поговорити. Окупантів про це, от про те, що можна і не можна. Гена, коли в Меджлісі, в Курултаї з'явиться система, коли ми можемо по сайті дивитися, оце як законний, підзаконний акт, що можна, що не можна, які рішення ухвалені. Чому з цим так и не впоралась в Меджлисе? Осман, я все ваши замечания, которые вы сделаете в отношении Меджлиса, я всех их приму. Если вы мне скажете о сайте, который не обновляется, о прозрачности, о том, что о механизме принятия решений. По процедурах, да. О процедурах. Вот, я все эти замечания приму. И скажу о том, что да, это то, что мы должны сделать, и то, за что мы будем отвечать на Курултай. Это время придет. Наша каденция закончится, она заканчивается в 2018 году. Я не знаю, будет ли проведен Курултай в этих условиях, но время, когда мы выйдем, и каждый будет отвечать за проделанную работу и принятые решения, оно наступит. Поэтому все ваши замечания по этому поводу я приму. Нет, это я вас слышу, я вас понимаю, и я знаю, что вы систему знаете, вы ситуацию знаете изнутри. Вот. И действительно, все те недостатки, на которые вы указываете, они есть, и над ними надо работать. И мы... Віддаю Каті бо Катя вже сверлить поглядом просто Османа. Але чому? Тому що ми маємо 16 листопада, День радіо. І це такий, вперше, певно, що там ви будете святкувати це, вже відзначати цей день. Ну, з таким, у нас є своя хвиля, ми мовимо і мовимо на Крим. Гаяна, що ви скажете про Хаят, що ви скажете про аудиторію, яка вас слухає, так? І яка взагалі мета вашого радіо? Можна я скажу трошки? Ти Гаяна? Дуже популярне в Каховському районі Херсонської області радіо. Да, ну, сміятися можна до безконечності. Ні, до речі, це цікаво. Да, самая была сложная частота. На самом деле, коллеги, я очень счастлива, что я нахожусь здесь с вами, что мы с вами делаем одно дело, и за ту атмосферу, которая здесь создана, и за возможность говорить и получать такие вопросы. Вот, действительно, радио запустилось, действительно, мы его делаем. Мы очень хотим выйти на Крым, вот, работать на материке. Очень хотим, чтобы в эфире звучала украинская и крымско-татарская мова. Делаем все возможное для этого. Я надеюсь, что те 100 дней, вот 100 дней сейчас так совпало, что 16 ноября, день телевидения, радио и работников связи, для нас это 100 дней
эфира. Это наш определенный этап, да, когда мы можем подвести определенные итоги. Вот. Я очень надеюсь, что это первый шаг, и мы будем только развиваться и развиваться, потому что планов очень много, планов громадье, их нужно реализовывать. Де вас можна слухати? Нас можно слышать на 103,5 FM в Каховском районе Херсонской области. В Фейсбуке есть страница «Радио Хаят», она так и называется. Там постоянно идет эфир и постоянно стримы. А также можно слышать на страницах нашего агентства «Крымские новины» по адресу qha.com.ua. Это тоже 24-часовой эфир, украинская, крымско-татарская мова, каждый час новины. Но мы не музыкальная радиостанция, у нас очень много... Розмовна, так? Да, А только... щодо Чонгара, вас там нема? Пока нету, потому что тот конкурс, который там объявлялся, он был немножко позже. Вот Крым Реалии участвовали, Мейдан участвовал, другие радиостанции. На тот момент мы уже частоту взяли, но мы были еще в процессе становления, поэтому уже к этому мы решили запуститься, а потом участвовать. Но очень надеемся, потому что сейчас сама процедура упрощена. Нацрада говорит о том, что новые частоты будут вынесены на конкурс, поэтому мы думаем о розширенні ефіра. Клас, цього вам і бажаємо в тому числі. Тому я думаю, що всі адреси запам'ятали наші слухачі. І на мобільному телефоні, навіть з браузера, не знаю, чи є додаток, наприклад, можна слухати. Я тут в Києві, щоб бути ближче до Криму і розуміти, про що мовлять кримські радіостанції, які зараз знаходяться в Києві, мовлять з Києва. Можна слухати навіть з телефону постійно і де завгодно, тим паче в автомобілі їхати і слухати Радіо Хаят і Радіо Крим Реалії. Катерина Негреча. Осман Пашаєв. І наш сьогоднішній гість Гаяна Юксель. Дякуємо вам за те, що ви з нами. 105.9 FM, Радіо Хаят, наші друзі, слухайте нас і не забувайте про те, що ми з вами працюємо для вас, і все, що ми робимо, ви можете критикувати або схвалювати в соцмережах і де завгодно. Чекаємо на ваші коментарі. Дякую. Спасибо.